Чего ты стоишь, пилот? Стреляй же в него. Убей его! Нет. Уйгар, нам не подойдет убить человека со спины. Стрелять в спину — дело трусов. Поэтому повернись ко мне лицом. Я сказал, чтобы ты повернулся. Если тебе интересно мое лицо, стань передо мной ты. Не заставляй его говорить, пилот. Убей и все. Давай, пилот. Если ты закончил рассматривать, убей этого человека. Ты серьезно? Что ты за человек, сынок? Оставь девушку. Поговорим по-мужски. Какую девушку? Уйгар? Кто эта девушка, сынок? Я тебе потом расскажу, пилот. Ты сначала покончи с ним. Хорошо. Что случилось? А? Испугался? Что происходит? Стой! Сюда? Где сюда? Он похитил Севду. Кто этот человек? Этот человек темный тип. Пойдем. Давай, давай. Садись в машину. Ты ранен. Что будем делать? Неважно. Помочь? Нет. Следы крови. Я стрелял. Но очень кровоточит.
Они там, уезжают. Стой. Всегда в машине. Уйгар, ты пойдем со мной. Они будут ехать за нами. Давай, давай, давай. Давай, давай. Они едут. Они едут. Что будем делать? Успокойся. Уйгар, во что ты ввязался? Кто этот человек? Да кто бы ни был, пилот. Я тебе говорю, чтобы ты стрелял. Почему ты не застрелил его? Остановись, Уйгар. Ты что обо мне думаешь? Я что, твой стрелок? Буду стрелять, когда ты скажешь? Ты, кажется, забыл о жизненном долге, пилот. Ты говорил, приедешь, когда я буду нуждаться. Разве не приехал? Уйгар, ты тоже видел своими глазами. Я хотел застрелить, но он напал в темноте. Сильный человек. Смотри. Уйгар, предупреждаю, это непростой тип. Не так ли, Ведат? Человек хорош, пилот. Хорошо. Кто эта девушка, Уйгар? Кто эта девушка? Севда? Севда моя возлюбленная. Возлюбленная? Да, возлюбленная. Так не казалось, Уйгар. Девушка ушла с этим человеком. Ты не знаешь и говоришь, пилот. Человек угрожает ей убить семью. Девушка поэтому пошла с ним. Девушка доверилась мне. Я не смог ее защитить. Не смог защитить девушку, которую люблю. Ты знаешь, что он делает с людьми? Еще и встал передо мной и говоришь, стрелок ли ты? Бессовестный. Бессовестный. Дави на газ, Ведат. Дави на газ. Поедем и найдем этого темного типа. Отныне он от нас не избавится. Жми на газ, Ведат. Твоя рука очень кровоточит. Нужно поехать в больницу. Нет, нет, в больницу нельзя, там нас найдут. Кто? Мама, Не поднимаешь? что скажу? Скажу, что за нами гонятся люди с оружием. Проклятие. Что случилось? Почему остановились? Свет. Будь проклята. Будь проклята. Теперь попался. Давайте, выходите. Спрячьте оружие, не будем привлекать внимание. Выходите, выходите. Они идут. Постой, ты таким образом не избавишься от пробки. Есть планшет, дай его. Зачем тебе планшет? Не задавай вопросов, делай, что говорю. Хорошо, не спрашиваю. Я спокойно. 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 Идут, они приближаются. Что ты сейчас делаешь? Скажи что-нибудь, что делаешь? Успокойся. Еще и говоришь, чтобы успокоилась. Что мне делать? Они приближаются. Что будем делать? Что будем делать? Они приближаются. Давай. Идут они. Идут. Они идут. Вот и получилось. Ведат, что произошло? Кажется, светофор сломан. Возьми это и делай, что я говорю. Уезжают. Ведат, что происходит? Быстрее в машину, быстрее, беги. Что мне теперь делать? Когда я скажу, нажмешь на время. Хорошо. Сейчас. Нажала.
Что происходит? Он поменял светофор. Чтобы сбежать, он сыграл со светофором. Как он это сделал? Это невозможно. Темный человек оказался еще и человеком света. Так кто он такой? Как? Как ты это сделал? Ты ведь сделала. Я ничего не делала. Ты сказал нажать, я нажала. Давай расскажи, как ты это сделал? Несложно. Так работают светофоры. Достаточно зайти на сайт. Откуда ты это знаешь? Немного понимаю об этом. Не понимаю. Не понимаю. Человек сбежал из-под рук. Есть и то, что не понял я. Ты отъедь в сторону, Ведат. В чем дело, пилот? Выходи, брат Уйгар. Выходи. Поговорим спокойно. Если я чего-то не понимаю, то и сделать мы ничего не можем. Понял? Давай. Рассказывай, Уйгар. Кто этот человек? Какая проблема с тобой? Почему похитил твою любимую? Почему угрожает девушке убийством ее семьи? Расскажи, чтобы и мы знали. Клянусь, я многого не знаю, пилот. Знаю лишь его имя. Али. Да, и к тому-то он учитель. Учитель? Да. Ты слышал, Ведат? Человек-учитель. Слышал, пилот. Учитель. Учитель? Али, учитель? Ты столько человек избил один в темноте. Ладно, скажем, ты брал уроки карате. Но ведь не только это. Как ты уладил со светофором? Я не поняла, что ты за учитель? Может, потому что я не учитель? Кажется, мы таинственные. Нужно верить в то, что у людей, у которых есть тайны, также и способности. У вас есть еще какие-нибудь способности? Мне стало интересно. Это тут ни при чем. Я правда не понимаю. Учитель по борьбе. К тому же, быстрый шофер. К тому же, учитель. Все 5 способностей присутствуют. 4. Что? Ты посчитала 4 способности. Уверена, есть еще что-то. Я решила сказать заранее. Сильно болит. Я в порядке. Сынок, смотри, ты уверен? Это тот учитель, которого мы ищем? Это он, пилот. Все совпадает, имя, адрес. Ты посмотри. Уйгар, если ты знаешь о нем еще что-то, скажи лучше сразу, чтобы мы от этого и двигались. Я же сказал, что ничего толком не знаю, пилот. Этот человек раньше был замешан в темные дела, но потом отошел от дел, бросил. Если это его состояние, при котором он бросил? Гексал. Слушаю, Гексал. Алло, господин Уйгар, вы знаете что-нибудь о Севде? Мама звонит, но она не поднимает, мы переживаем.
Севду похитили Гексал. Что? Похитили? Что? Гексал, Гексал, что случилось? Какое еще похищение? Кто похитил? Человек с района Тукче. Ну не переживай. Я ее найду. Я найду Севду и спасу от рук этого урода. Гексал, Гексал, что случилось? Гексал, Гексал, что случилось? Скажи. Что делаем, начальник? Что делаем? Находим этого человека. Я найду этого человека. А потом я прекрасно знаю, что с ним сделаю. Поехали. Али, куда мы сейчас едем? Потерпи немного. Почти приехали, госпожа Севда. Смотри, я назвала тебя Али. Я не понял. Ты тоже можешь называть меня Севдой. Мы так между собой говорим. Не знаю, как вы, учитель. Хорошо, договорились. Пусть будет так. Что случилось? Не знаю, посмотрим. Что случилось? Сломалась? Иногда капризничает. Машина? Да. Но я сейчас уговорю ее, чтобы она продолжала путь. Ты в машинах разбираешься? Немного. Вот тебе. Пятую особенность твою нашли. Я говорила. Нужна помощь? Не нужно, спасибо. Что случилось? Ты пришла на помощь? Это я. Да. В багажнике должна быть сумка. Можешь принести? Да. Принесу. Али, тут, кажется, есть волки. Сумка. Я возьму сумку. Сумка. Ты садись в машину. Туда волки не зайдут. Не зайдут, да? Хорошо, что ты сказал, что они не смогут открыть дверь. Я не подумала об этом. Что случилось? Заработай сейчас. Нет уж. Пока ты воевала с волками, вся запачкалась.
Как у них там дела? Скольких они потеряли? Ты посмотри на себя. Что? Твое лицо, говорю, все в машинном масле. Нет, немного ниже. Все? Я улажу сейчас, постой. Что это было? Похоже, попали в яму. Нет, небольшая неровность. А подарок от этой небольшой неровности заработало неработающее радио. Твоя рана сильно кровоточит. Поехали в больницу. Почему ты упрямишься? Все хорошо, мы почти приехали. Куда приехали? Мы, похоже, не туда приехали. Здесь нет домов, посмотри же. Впереди. Немного осталось, потерпи чуть-чуть. Кто станет жить тут? Почему ты не говоришь, куда мы едем? К отцу Тугрулу. Отец Тугрул? Кто такой отец Тугрул? Тот, кто всему научил меня в приюте. Приехали. Справа. Стой. Кто там? Я отец Тугрул. Али? Али, это ты? Это я, отец. У меня есть гость. Кто этот гость, сынок? Я Севда. Добро пожаловать, дочка. Рада видеть. Это кровь, сынок. Ты ранен? Да? Помогите, пожалуйста. Сильно кровоточит. Али. Али, что с тобой случилось? Нет, ничего, отец Тугрул. Небольшая ранка. Давайте в дом. Почему мы пришли сюда? Он ведь не видит даже, как обработает рану. В отца глаза не видят, но руки видишь все. Отец научил меня видеть в темноте. Не волнуйся, давай. Стой, стой, сейчас сниму это. Снимаю. Идем. Ах, сынок, ты снова взялся за эти дела. Какие дела? Да, меня же ранили, поэтому так говорит. Так ведь отец Тугрул?
Из-за меня все случилось. Из-за меня все случилось. Из-за тебя? Вы расскажете мне, что случилось? Нет, отец Тугрул, это никак не связано с ней. Значит, так и должно было случиться. Расскажу тебе все. Я разве скрывал что-то от тебя? Но сначала осмотри рану. Пожалуйста, осмотри. Дочка, принеси марлю и чистое полотенце. Наполни воду в тазик и вскипяти. Хорошо. Если это снова мама, ответь уже на звонок. Пусть не волнуется на пустом месте, жалко ее. Чего ты вмешиваешься? Я разве говорю тебе позвонить жене или же сыну, чтобы он не скучал? Не знает? Не знает. Чего они скрывают от меня? Кто эта девушка, сынок? Есть человек. Когда она сбежала от него, спряталась в моем доме. Вот и все. Все беды находят тебя. Что поделать, отец Тугрул? Ты ведь сам сказал мне давно еще. Даже если беды тебя остерегаются, ты здоровайся с ними. Последний раз ты брал в руки оружие, чтобы отомстить тем, кто убил твоего сына. На фотографии ваш сын учитель. Очень милый. Алло, мама? Севда? Севда, доченька? Доченька, 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 где ты, доченька? Мама, не плачь, пожалуйста. Где она? Где она, Хэри? Доченька, где ты? Кто тебя похитил? Что ты говоришь, мама? Меня никто не похищал. Кто ее похитил? Севда, смотри сюда, говори мне правду. Господин Уйгар сказал, что это человек, который живет в одном квартале с Тухче, похитил тебя. Этот мерзавец врет. Это он похитил меня. А учителя Али спас. Он очень хороший человек, мама. Ради меня рискнул своей жизнью. Ранили его. А теперь я рядом с ним. Почему? Почему господин Уйгар соврал? Почему он тогда соврал? Потому что он лживый мерзавец. Смотри. Смотри, Севда. Мы с отцом сейчас приедем, заберем тебя. Где ты, доченька? Скажи мне, где ты? Вы не приходите, мама. Я сама приеду. Севда. Севда, смотри. Синан нам все рассказал, доченька. Твой отец очень сожалеет. Пожалуйста, возвращайся домой, доченька. Мама? Синана, все хорошо? Хорошо, все хорошо, не волнуйся. Синана, все хорошо, спит в своей комнате, он тоже сожалеет. С нетерпением ждем тебя. Хорошо, поговорим, мама. Со мной все хорошо. Позвоню потом. Спроси же, спроси, где она, спроси. Сбросила.
Вода. Кёксал. Господин Уйгар соврал. Этот человек не похищал Севду. Да минутку. Мы не можем знать, кто врет, а кто нет. Кёксал, нам, дочки своей, верить или же этому человеку? Да не надо на меня наезжать. Мы не знаем, в каком сейчас состоянии Севда. Может, на нее сейчас давят, поэтому она так сказала. Спроси еще раз, где она, давай. Спросила Узнай. ведь? Да спроси еще раз, ничего не будет, давай. Хорошо. Хорошо. Не отвечает. Что мы плохого сделали? В чем мы провинились? Ты ни в чем не виновата, Хэри. Ни в чем не виновата. Синан? Синан, сынок, куда ты? Я пошел искать сестру, мама. Стой, сынок. Мама, это случилось из-за меня. Я пойду и найду ее. Ты пес. Не хватало бед, которые обрушились на тебя из-за нас. Еще и тебя искать будем. Давай, заходи в дом. Не выводи меня из себя. Синан. Синан! Стой. Синан! Стой, ради бога, стой, Кёксал. Ты запер Севду в доме, она сбежала. И что будет, если ты Синана запрешь в доме? Принесла дочка. Принесла отец Тугрул. А теперь сделай то, что я скажу. Хорошо. Али, прошу прощения. Я услышала, о чем вы сейчас говорили. Я не знала, что твой сын умер. Если бы знала, не стала бы нести глупость. Мне очень жаль. Нет повода для извинений. Хорошо, дочка Севда. Не расстраивай так себя. А теперь хорошенько прочисти рану. Я? Конечно, ты. Хорошо. Больно. Что случилось? Нашел Уйгар? А? На тебе. Нашел. Сынок, твой мозг немного притормаживает. Этот человек в темноте прошел мимо всех нас. Красный в зеленый превратил на светофоре. А ты все еще настоял, чтобы мы приехали и осмотрели его дом. Сынок, он лукавый черт. Разве придет он домой? У него был друг. Рассердился тому, что избили его. Смотри, если мы найдем этого человека, он сможет привести нас к Али. Продолжим поиск территории при дневном свете ока. Ладно? Он что тут делает? Тукче? Тукче? Господин Уйгар, это вы? Есть вести о Севде? Нет. Ну, насколько я знаю, вы забрали ее отсюда. Что случилось? Смотри, Тукче, если ты будешь умницей, твой карман увидит деньги, которые никогда не видел. Но если ты знаешь, где Севда, и скрываешь... Не скрываю, господин Уйгар. Да, и для любой женщины такой человек, как вы, птица счастья. Севда, может, сейчас не понимает это. Но уверена, скоро и она поймет это. Позвони, узнаем, где Жанна. Я позвонила. Позвонила, когда ее мама, тетя Хария, попросила позвонить ей. Но нет, не отвечает на мои звонки. Рядом с этим Али был человек, полоумный такой. Как его звали? Это... Хюдаверди. Да, кем бы он там ни был. Где его дом? Насколько я знаю, у него нет дома. Он живет то тут, то там.
Вот, ты слышал, госпожу? У этого друга нет постоянного места жительства. Не сможем его сегодня найти. Давай. Давайте тогда доброй ночи. Спасибо. Ойгар, может, начнем с твоей возлюбленной? У нее нет семьи. Не сказала им, где находится. Позвонила, сынок, они тоже ничего не знают. Как это не знают? Эта девочка не звонила своим родителям? Может, знают, но скрывают от тебя? Да зачем им скрывать от меня, пилот? Но все же есть толк поспрашивать. Али, сынок, тебе лучше сейчас, так ведь? Лучше отец Тугру. Мне лучше. На самом деле его одежда вся в крови. Было бы хорошо, если бы переодели. В комнате есть мои рубашки, дочка. Принеси, посмотрим. Какая-то, да подойдет. Нет, отец Тугру. Не хочу сейчас возиться с этим. Только вот Севда вся в грязи. Сказал бы раньше, сынок. В комнате есть одежда, которая осталась после дочки. Давай, дочка. Нет, спасибо. Да что ты, дочка. Раз испачкалась, погляди хоть. Если не понравилось, не станешь надевать. Давай, иди, комната наверху. Пилот, вы ждите здесь. Я поговорю и приду. Хорошо? Что за странная штука эта любовь, так ведь, пилот? Посмотри тут, во что превратила она бизнесмена Уйгара Саракая. Ну... Любовь-то ладно. Я не понимаю эту девочку, видать. Этот Уйгар что-то скрывает от нас, но что? Есть какие-то мысли? Да, но сейчас... Пока только большой знак вопроса. Господин Уйгар, я как раз хотел тебе позвонить. Ты солгал мне. Что ты говоришь, какая ложь? Это ты похитил Севду, а другой человек спас ее. Севда так сказала своей матери. Кто этот другой человек, Коксал? Ты его знаешь, что так уверенно говоришь? Откуда мне знать, кто он? И Севда еще не знает. Этот человек убийца. Психопат, который за одну ночь убил бесчисленное число людей. Странный человек. Меняет цвет светофора, видит в темноте. Видит в темноте. Да. Не понял, как он это делает, но он видит в темноте. Как зовут этого человека? Зачем тебе его имя, Коксал, а? Али. Смотри, Коксал. Али непростой человек. Но особенно обученный. Он такой человек, который может видеть даже в темноте. Будь крайне осторожен. Если совершишь хоть малейшую ошибку, знай, что вся твоя семья умрет. Нет. Не может быть. Чего не может быть? Чего не может быть? Что я тебе тут рассказываю? Этот человек — машина смерти. Смотри, если ты знаешь, где Севда, говори скорее, пока не поздно. Этот Али. Почему он убил этих людей? Каких людей? Что ты говоришь, Коксал? Чего ты преследуешь?
Убил, потому что психопат. Или ты что-то знаешь? Севда сказала тебе по телефону, где находится? Нет. Если узнаешь, где она, сообщи мне обязательно. Что случилось, Уйгар? Смог узнать что-то? Да нет, они ничего не знают. Тогда уже завтра продолжим искать Уйгар. Да и отныне, даже если ты бросишь преследовать этого человека, я не брошу. Теперь у нас с ним свои счеты. Так ведь, Ведат? Так, пилот. Покажу ему, что значит вставлять палки в наши колеса. Я заставлю его молить о пощаде в темноте. Я научу его, как это быть человеком тьмы. Понял? Давай. До встречи. До встречи. Давай. Тебе подошло. Спасибо, твоя одежда тоже наверху. Я устал. Потом переоденусь. И, кстати, где дочь отца Тугрула? У нас не один размер. Длинная история. Потом расскажу. Давай, ты тоже ложись, отдохни. Отец Тугрул застелил тебе постель. Хорошо, я отдохну. Ты спи. Что еще тебе рассказывала Севда про этого человека? Про какого человека? Про того, кто ее спас. Сказала, что спас ее, что очень хороший человек. Сказала, что его ранили по ее вине. А еще? И еще назвала его учителем. Учителем? Да нет, нет, это не он. Нет, нет. Он всю ночь бредил. Дочка, ты все это время была тут? Не ложилась спать? Нет. Я вздремнула и проснулась. Считайте, что поспала, не спится пока. Отец Тугрул. У Али ведь умер сын. А где его жена? Ты не спрашивай, не я не отвечу, дочка. Считай, что она тоже умерла. Он снова начал бредить. Почему? Почему? Что вы хотели от моего сына? Что вы хотели от моего сына? Он был совсем маленький. Почему вы не убили меня? Почему? 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 Али. Али. Али, проснись, ты видишь кошмар. Али.
Снова температура поднялась. Али, сынок, нам надо отвезти тебя в больницу. Тут так нельзя. В больницу нельзя, отец Тугру. Сейчас позвоню Хюдаверди. Он привезет все, что нужно. Хюдаверди? Да. Куда ты так бежишь? В аптеку. Добро ли? Зачем? Учитель Али попросил лекарства. Пойду куплю. Иди. Сынок, они точно что-то проворачивают. Прошу. Спасибо. Хорошего дня, хорошего дня. Сестра Дуйгу. Антисептик для ран, пластырь, бинт и цифазолин надо. Пожалуйста. Хюдаверди, зачем тебе все это? Учитель Али попросил. Стой, что случилось? С Али что-то случилось. Мне он ничего не сказал такого, просто попросил это купить. Приходи один и сказал никому ничего не говорить. Мама, можешь срочно прийти, мне надо уйти. Молодежь, подойдите. Прошу, брат. Где ваш учитель Али? Вы не видели его? У него еще такой дружок был, толстый. Хюдаверди? Он в аптеку пошел. Учитель Али попросил его лекарства. Где эта аптека? Там, впереди. Если поймаем его до того, как он выйдет из аптеки, мы поймаем и учителя Али. А вы сейчас прочь отсюда. Положи это внутрь. И это. Я тоже иду. Нельзя. Учитель Али сказал приходить одному. Очевидно, что надо делать перевязку, ты не сможешь. Он нуждается во мне, непонятно. Но учитель Али сказал... К добру ли, дочка, что случилось? Ты сказала срочно. Хюдаверди, уходим. Хорошо. Дочка, скажи же, что случилось? Мама, я же говорю, что это срочно. Идем. Дуйгу. Дочка, что тебе делать с Хюдаверди? Дочка, ответь же. Что случилось? Куда едет Дуйгу? Что-то с учителем Али? Что ты спрашиваешь, Ильхан? Кого? Дочку или Али? Мирай, ты просто ищешь причину, чтобы позлиться на меня. Я спрашиваю, куда поехала Дуйгу? Чему тут злиться? Не понимаю. А я тебя не понимаю, Ильхан. Как ты живешь с такой наивностью? Я действительно не понимаю. Я до смерти боюсь того, что ты сделаешь мою дочь похожей на себя. Вы ждите. Не надо заходить, словно нападая. Не будем пугать людей. Ты останься тут. Пошли. Доброго дня. Доброго дня. Мы искали Хюдаверди. Только что сказали, что он был тут. Да, он был тут. Но потом моя дочь с ним... Дорогой, ты не вспомнил этого молодого человека? Он вчера у нас на улице мечети спросил, где учитель Али. Я вспомнил. Я тоже сейчас вспомнил. И кажется, рядом с вами была ваша дочь. Кажется, ваша дочь фармацевт.
Да. И этот магазин тоже ее, кажется. Да. Молодец, как хорошо. Господин, я с вами буду открытым. Сначала представлю себя вам. Меня называют пилотом. А этот друг Уйгар такой же бизнесмен, как и я. С учителем Али у них есть дело, которое надо решить. Поэтому мы спросили у вас Хюдаверди. Если вы нам поможете... И как же мы вам можем помочь? Например, можете позвонить вашей дочери и спросить, куда они пошли. Как это связано с моей дочерью? Только что господин сказал, что они ушли вместе. Мой муж перепутал. Ничего подобного. Раз так, хорошо, тогда мы больше не будем вас беспокоить. Господин Уйгар. Удачи. Хорошего дня. В этот раз ты слишком переборщил, Эмираль. Что значит перепутал? Честно бы сказал, что здесь. Это уже действительно неуважение. Неуважение, да? Да. Ты чего добиваешься, Ильхан? Проблемы учителя Али дошли аж до аптеки, не видишь, что ли? Какие проблемы? Это же просто бизнесмен. Бизнесмены? Да. Бизнесмены. Ты по их виду, по их поведению ничего не понял? Нет. Не понял? Конечно. Как же ты мог понять? Как мог понять? Дуйгу тоже не слушается, побежала за Али. Посмотрим, что еще с нами случится. Моя безмозглая дочь. На кого из вас злиться, я даже не знаю. Если ее отец делает такие вещи, что может сделать дочь? Пилот, что за выкрутасы? Все нежнее и нежнее был в аптеке. Кто не знает, подумал бы, что ты бизнесмен, а не мафия. Уйгар, я тебе сколько раз говорил. Территориальные дела нельзя решать таким способом. Мы дойдем до конца, не трогая законы. Успокойся. Успокойся, говорит. Похитили мою любимую женщину. Как мне быть спокойным? Будем тут ждать. Так или иначе, они придут. А как только узнаем адрес, нападем. Расслабься. Да, господин Уйгар. Тукче, ты где? Дома. На вашей улице в конце есть аптека. Чья она, ты знаешь? Да, аптека Дуйгу, а что? Они точно знают место Али, но скрывают от меня. Можешь, не подавая виду, расспросить? Хорошо, не волнуйтесь. Его температура все еще не спадает. Где застрял Хюдаверди? Али. Все из-за меня случилось. Из-за меня. Али. Почему не отвечает отец Тугрул? Ладно, дочка. Он поправится. Али. Сестра Дуйгу, учитель Али сказал мне приехать одному и никому ничего не говорить. Хорошо, Хюдаверди, хорошо. Как сел в машину, так одно и то же повторяешь. С какой стороны? Справа. Если бы он сказал, что надо сделать повязку и привести госпожу Дуйгу, я бы так и сделал. Дом отца Тугрула тут. Но мне сказали прийти одному, никому не говорить. Здесь? Здесь. Прошу. Али.
У него очень повышенная температура. У него ранена рука. У учителя Али кровоточит рука. Рука кровоточит. Тут. Можете отойти? Хюдаварди, дай сумку. Это рана от пули. В какую проблему тебя вмешали, Али? В какую проблему? Ладно, но вы все же скажете Дуйгу о том, что я приходила. Хорошего дня. Сколько раз я говорила Дуйгу не общаться с этой девкой. Она сделает ее похожей на себя, из-за нее будут проблемы. Конечно, моя дочь наивная. Это она наивная, всех судит по себе. Он приходит в себя. Боже, слава тебе. Госпожа Дуйгу. Учитель Али, пусть пройдет. Спасибо. Ты заставил госпожу Дуйгу прийти сюда, Хюдаварди. Учитель, госпожа Дуйгу связала мои руки. Повязки белокровь. Я сама настояла, что приехать. Спасибо. Напрягли вас. Что вы, учитель? Я очень волновалась, что с вами что-то случилось. Слава богу, пуля просто поцарапала. Как видно, ваши благие намерения снова привели вас к проблемам. Хоть бы люди, за которых вы жертвуете собой, хотя бы немного этого заслуживали. Хюдаварди, если хочешь, отвези госпожу Дуйгу домой. Ее семья будет беспокоиться о ней. Мы же не торопимся, да, Хюдаварди? Я предупредила своих родителей до выхода. Вы не волнуйтесь. Если оставлю вас тут так, то буду волноваться, учитель. Ничего, госпожа Дуйгу, я в порядке. Не хочу, чтобы брат Ильхан, сестра Мираль волновались попросту. Вы идите. Хорошо, учитель. Хорошо, но завтра я снова приеду. Завтра тоже надо перевязать рану. Я сама перевяжу. Не волнуйтесь. Нет, ты не можешь. Нельзя, чтобы попала инфекция. Госпожа Дуйгу, относительно завтрашнего состояния посмотрим, хорошо? Хорошо, учитель. Я оставлю вам тут лекарства, но вам надо на сытый желудок выпить их. Я приготовлю еду и дам лекарства после того, как покормлю. Вы тут останетесь? Конечно. Тут останусь. Какие-то проблемы? Пусть останется Хюдаварди. А мы пойдем. Может, и ваша семья о вас беспокоится? Они знают, не будут волноваться. Правда. Зачем им переживать? Что вы сказали? Я не услышала, госпожа Дуйгу. Простите. Хюдаварди, не опаздывайте. Отвези госпожу Дуйгу. Хорошо, учитель. Пойдемте, госпожа Дуйгу. Увидимся, учитель. Ну, наконец-то. Я подумала, что она не уйдет совсем. Почему госпожа Дуйгу так тебя обеспокоила? Я и так убиваюсь из-за того, что это случилось из-за меня. Так она еще больше на меня давит. Может, тебе показалось? Дуйгу не такая девушка. И какая же она? Я же не знаю ее, не хочу быть несправедлива. Я не знаю предыстории.
Предыстории? В смысле? Ну, не знаю. Но раз она может так без предупреждения приезжать сюда, значит, она что-то знает. Или что-то чувствует. При чем тут это? Она помочь приехала. Да и обработка раны пошла на пользу. Мне стало лучше. Хорошо. Раз тебе стало легче, без проблем. Выпьем чаю. Еще как. Я сделаю. Давай, дочка. Сделай нам своими руками чай. Хорошо. Кажется, из-за этой девушки. Иначе как он мог иметь дело с пулями и ранами? Ну, она красивая девушка, да, сестра Дуйгу? Замолчи, Хюдаверди, замолчи. Если мои родители спросят, не смей говорить, что мы ехали к Али. А если спросит отец? Говоря о родителях, я и отца имела в виду. И отца имела в виду. Али, пока ты будешь отвечать одинаково, как сердцем, так и языком, я буду спрашивать. Ты не сбежишь от меня. Мы от тебя не сбегаем, отец Тугрул. К тебе бежим. Кто эта девушка? Что ты ради нее берешь в руки оружие? Спустя годы ты пошел против своей клятвы. Сынок Али, и молчание принимается за ответ. Нет, отец Тугрул. Она нуждалась в помощи. Я помог, вот и все. Помогать одно, нарушать клятву другое. Почему эта девушка так для тебя важна? Хорошо, я понял. Эта девушка в тебя влюбилась, сынок. При чем тут это? Посмотрите на дядю. Не видит, но придумывает. Нет, отец Тугрул. Я же был ранен, когда защищал ее. Она чувствует себя виноватой. Поэтому так себя ведет. Это не так, сынок. Это другое. Что бы ни делал человек, он не может утаить свое сердце. Я видел. Что ты видел? Как видел? Дочка, чаи уже остыли. Давай же их. Конечно. Сестра Дуйгу, не говори никому, где учитель Али, хорошо? Ну, конечно, Хюдаверди. Где твой учитель? Ты тот, кто вчера сломал дверь, да? Вчера сломал дверь, сегодня направляешь на меня пистолет. Почему ты не позволяешь мне полюбить тебя? Твои чувства так смешались. Что ты говоришь? Скажи мне место учителя Али, иначе я убью тебя. Никто не может забрать Севду у меня. Кто такая Севда? Девушка рядом с учителем Али? Не волнуйся. Она в порядке, я видел ее, она мне очень понравилась. И у меня была когда-то девушка, которую я любил. Как ее звали? Говорят, что нельзя забыть имя любимой девушки. Но ты так резко спросил, и я забыл. Разве я спросил? Не спросил? Не беси меня. Где Али? Скажи, иначе убью. Что происходит? Что ты хочешь от Хюдаверди? Он никому не причинит вреда. Чего ты хочешь?
Это что, вершина горы? Уйгар, опусти пистолет. Пилот, не вмешивайся. Уйгар, опусти оружие. Смотри, и девушку спугнул. Разве к лицу нам? Вот так с оружием посреди улицы. Что тут происходит? Ошибочка вышла. Простите, товарищи. Когда учитель Али похитил его девушку, он немного не в себе. Учитель Али никого не похитил. Как не похищал? Уходите отсюда, иначе я вызову полицию. Тут нет ситуации для полиции. Товарищ на мгновение не сдержал эмоций, вот и все. Больше не повторится, простите. Пошли, дочка, пошли. Пойдем. Где Хюдаверди? Забудь о нем. Где он? Куда он пошел? Только что был тут. Бегите, найдите его. Найдите, поймайте. Из-за тебя мы упустили толстяка. Уйгар, почему та девушка сказала, что нет никакого похищения? Откуда я знаю? Говори ты. Беги. Беги. Давай, беги. Дочка, куда ты отправилась с этим умственно отсталым Хюдаверди? Кали, не так ли? Мама, у меня правда много работы, может, позже поговорим. Дуйгу, что они хотели от Хюдаверди? Не знаю, папа. Не знаю, папа, не знаешь, конечно. Я вам говорю, что тот человек по имени Али и Хюдаверди вред нанесет. Кстати, Тукче приходила, спрашивала тебя. Когда? Только что. Девушка, которую похитили, ее подруга. Ее семья в трудном положении, не знаю, как им поступить. Тогда я пойду и поговорю с Тухче. О чем будешь говорить с Тухче? Ты тоже все рассказываешь. Дочка, разве я не говорю, чтобы ты держалась от Тухче подальше? На пустом месте слухи о тебе пойдут на районе. Мама, не начинай опять. Я пойду, сразу вернусь. Совсем не слушает ведь. Совсем. Спасибо. Приятного аппетита. Почему ты не ответил на вопрос отца Тугрула? На какой вопрос? Он ведь спросил, почему эта девушка так важна для тебя? Да. Отец Тугрул сказал, чтобы... Чтобы что? Ну... Я ведь тебя плохо знаю. Поэтому... Он прав. Ты меня совсем не знаешь. Но ты рискнул своей жизнью ради меня. Почему? Любой на моем месте поступил бы так же. Поняла. Любой бы так поступил. Ладно, раз ты так говоришь. Дети, вы не расстраивайтесь, ладно? Я позвоню учителю Али,
Он скажет как, и я починю воздушного змея, ладно? Сестра Севда, можешь передать учителю Али? Хюдаверди? Хорошо. Хюдаверди. Алло, Хюдаверди. Учитель, воздушный змей сломался. Где ты? Неподалеку от твоего дома, учитель. Хюдаверди, что ты там делаешь? Уходи оттуда скорее. Учитель, я обещал детям починить змея. Я ведь на днях брал гвозди, молоток, клей. Где они? Хорошо, Хюдаверди, но поспеши. Среди цветов в саду есть ключи. А когда войдешь в дом, в шкафу слева. Клей, молоток, гвозди. Все есть. Но скорее решай свое дело и уходи оттуда. Послушай, если возникнет какая-то проблема, сообщи мне. Хорошо, учитель. Не расстраивайтесь больше. Давайте, пойдем чинить воздушного змея. Не расстраивайтесь, я починю. Болит? Нет. Я в порядке. На чьей ты стороне, пилот? Конечно, на твоей. Но эти дела не решаются оружием посреди улицы. Есть правила. Какие правила? Подождем, сказал. Привел нас сюда. Пришли ведь? Босс, что случилось? Хюдаверди испарился. Не смогли найти. Пилот. Мы опоздали. Поехали. Поехали. Уйгар. Мы с Ведатом поедем на кладбище. Сегодня годовщина смерти Каана. Душа покойного ждет нас. Если ты узнаешь о местоположении учителя Али, скажи нам. Вместе поедем. Хорошо. Ты оставайся здесь. Давай. Где, черт побери, этот толстяк? Сам? Босс, что? Смотри. Вы не расстраивайтесь, я починю воздушного змея. Будет как прежде. Чего стоим, босс? Не будем пугать. Шагай. А сейчас вы подержите. Я сейчас вернусь, ладно? Вперед. Гвозди. Молоток. Каким будет наш змей? Дети, вы поиграйте чуть подальше. Мы с вашим братом Хюдаверди хотим поговорить. Но брат Хюдаверди должен был починить наш воздушный змей. Так, не начинайте. А ну давай, иди. Стой на месте. Но почему ты постоянно появляешься передо мной? Я пытаюсь тебя забыть, а ты постоянно напоминаешь о себе. Это то оружие, которое ты направил на меня снаружи? Будто какой-то другой. Наверное, так свет падает в закрытом пространстве. Взгляну?
Да, будто цвет изменился. Ты сменил оружие? Босс, он не разбирается в оружии. Лучше засунем его голову в воду. Пусть перестанет дышать. Возможно, осознает серьезность ситуации. Свяжите его. Возьмите. Что будем делать теперь? Кто починит воздушный змей? И брата Хюдаверди нет. Почему вы плачете, дети? Что случилось? Мы хотели починить воздушного змея. Брат Хюдаверди. Но один человек нас прогнал, хотел поговорить с братом Хюдаверди. Кто? Кто где? В доме учителя Али. В доме учителя Али. Хорошо, дети, вы не расстраивайтесь. Где Али? Говори. Говори. Иначе убью тебя. Говори. Где Али? Если не заговоришь, из этого дома выйдешь, только будучи трупом. Будучи трупом? Труп не может выйти. Учитель Али говорил, что тело не может двигаться, когда душа его покидает. Однажды мы ходили на похороны. Иди сюда. Иди. Кажется, он заговорит. Я ведь говорил, что он не выдержит воду. Достань. Что вы делаете? Чуть не утопили меня. Засунь. Достань. Говори. Где Али? А вода-то соленая. Засунь. Иди сюда. Ты ведь в порядке? Не болит ничего? Нет, я в порядке. И так постоянно спрашиваешь. Мне не может быть плохо. Если это тебя беспокоит, не спрошу больше. Не утруждайся, я сам. Ну что ты? Протяни руки. Но так не пойдет. Правда, не нужно. Пожалуйста.
Спасибо. Я приготовлю что-нибудь. Я купил яйца. Здесь. Ты ведь умеешь разбивать яйца? Нет, не умею. Буду рада, если научишь. Все. Остановите. Али, Госпожа Дуйгун, Хюдаварди поймали. Он в твоем доме сейчас. Сказали. Что она здесь делает? хорошо, поехали. Успокойся. Али. Куда ты? У меня дела. Ты оставайся тут. Но ты ранен. Ничего не случится, не волнуйся. Никуда не уходи. Учитель Али. Мы опоздаем. Куда вы опаздываете? Мне тоже интересно, я тоже поеду. Нет, Севда. Я сказал тебе оставаться здесь. Достань. Говори. Говори, иначе убью. Где Али? Я наглотался воды. В прошлом году я был на море, и там тоже наглотался. Но там вода была еще больше соленой. Здесь не так сильно, глаза не горят. Ты убьешь себя? Говори. Говори, иначе убью тебя. Ты такой неуравновешенный. Говоришь, говори, я говорю. А когда говорю, злишься. Я с тобой больше не разговариваю, я обиделся. Я убью тебя. Говори. Говори. Где Али? Говори, иначе убью. Где? Чего оглядываешься? Говори же, где Али? Он умрет, босс. Пусть сдохнет. Спрашивали о тебе у Хюдаварди. Сказали, что убьют его, если он не заговорит. Я так испугалась. Не знала, что делать, думала обратиться в полицию. Поэтому решила приехать к тебе. Хорошо сделала. Кто уехал? Али. Уехал с этой девушкой. Отец Тугрул. Кто эта девушка? Кажется, она хорошая подруга Али. Я бы знал, если так. Али не скрывает ничего от меня. Он совсем о ней тебе не рассказывал. Нет, дочка, не рассказывал. Совсем. Совсем. Говори. Босс, он умрет, хватит. Говори. Умер, кажется. Больше не заговорит. Оставьте.
Все, Дуйгу. Дальше я сам. Но, учитель, Дуйгу, я ведь сказал. Ты иди в аптеку. Не бойся, ничего не случится. Где Хюдоверди? Где Хюдоверди? Внутри. Хюдоверди. Брат мой. Ты в порядке? В порядке, учитель. Немного наглотался воды, кажется. Поэтому сознание потерял. Очнулся на полу. Я так испугался, что с тобой что-то случится. Помоги уберем. Хорошо, учитель. отец Тугрул. Какой Али человек? Не понял. Ну, он влюбчивый. Нет, дочка, ты что? Зря, что ли, его называют учителем? Разве может быть такое? А откуда тебе знать? Ты ведь не видишь. Ты ведь далеко от него. Откуда ты можешь знать? Если ты знаешь человека, где бы он ни был, ты знаешь, что он будет делать. Человек уверен в том, кто в сердце, а не в том, кто рядом. Уйгар, если еще раз совершишь ошибку, то я подвешу тебя за ноги. Но на этот раз мертвого. Давай, Хюдоверди, пойдем. Повесит мертвым. Проклятье! Господин Уйгар, ваш телефон при вас? Сарп, возьмите его. Давайте. Давай. Я добрался. Добрался, подожди. Звонит. Уйгар. Алло. Говори, Уйгар. Пилот, сейчас же. Приезжай сюда.
Что случилось? Куда я должен ехать? Сынок, где ты был? Дочка Севда устала ждать тебя. При чем тут это? Я просто переживала, что этот мерзавец Уйгар что-нибудь делает. Вы еще ничего не ели? Нет, сынок. Дочка Севда упрямилась. Сказала, что не будет есть, пока ты не придешь. И я ждал вместе с ней. Отец Тугрул, мы что, все будем рассказывать? Ладно, дочка. Ты, наверное, сытый. Наверное, поел с этой девушкой-фармацевтом. Нет, при чем тут это? Я очень голоден. Только посмотрите на это, друзья. Пока мы искали его, он нашел наших ребят и устроил расправу. Я вот не понимаю. Ладно, он хорошо видит ночью, мы это поняли. Но вы что, не смогли в таком количестве убрать его при дневном свете? Пилот, я же попросил помолчать. Умоляю, замолчи. Пожалуйста. А ты, Экрем? Парень, мы что, зря тебя приставили к ним? Какая от тебя выгода, парень? Между тем, как я увидел его, и тем, как оказался на земле, прошло 3 секунды, пилот. Что я смогу сделать? Словно призрак. Я убью этого призрака. Убью этого призрака. Ладно, парень. Но чтобы убить, нам сначала нужно узнать о его местонахождении. Мы знаем, где он? Нет. Поэтому давайте сядем спокойно и обсудим, что будем делать. Да, и выпьем теплого супа. Идемте. Почему ты не сказал, куда идешь? Я же говорил, что у меня дела. Интересно, что это за тайное дело? Да, и раз такое тайное, то почему фармацевт знает? Интересно, кто это? Думаю, стоит ответить. Алло. Алло. Это Дуйгу, я взяла ваш номер у Хюдаверди. Я переживала за учителя Али. Он уже пришел? Пришел. Можете передать ему трубку? Не могу, он говорить сейчас не может. Как это не может говорить? Он спит. В такой час? Да, а что, не может? Хорошего дня. Кто это был? Фармацевт спрашивала про тебя. Почему ты сказала, что я сплю? Подумала, может, ты не хочешь, чтобы тебя беспокоили. Если так хочешь поговорить, вот, держи. Папа, я сейчас вернусь. Я собрал в саду помидоры и перцы для долмы. Сейчас пойду на кухню приготовлю. Ну что вы, отец Тугрул, вы садитесь, я сейчас приготовлю. Спасибо, дочка. Легкой работы.
Сынок, куда ты ходил? Эти мерзавцы забрали Хюдеверди, отец. Я спас его. Почему ты не говоришь Севде? Она очень переживала за тебя. Как мне сказать, отец Тогру? Она и так винит себя в том, что происходит. Если еще узнает о похищении Хюдеверди, то она еще больше станет себя винить. Значит, ты думаешь о ней так же, как и она о тебе. При чем тут этот отец Тогру? Разве я сказал что-то такое? Дуйгу, привет. Что такое? Тебе следовало быть осторожной, чтобы никто не увидел, как ты пришла сюда. Как бы потом о тебе не стали плохо говорить. Меня не волнует, что думают другие люди, Тухче. Ты спрашивала у моей мамы про меня. Заходи в дом. Иди садись, я сварю тебе кофе. Нет, не утруждайся, я сейчас уйду. Ты что, дорогая, идем? Держи, дорогая. Спасибо. Приятного аппетита. Это твоя подруга Севда. Что ей нужно от Али? Севда? Да нет, дорогая, Севде от него ничего не нужно. Севда смотрит высоко. Как смотрит высоко? То есть у нее есть мечты? Да, ее выбрали лицом марки, скоро она станет известной. Али такие не интересуют. Будет хорошо, если она оставит его в покое как можно скорее. Она создала ему много проблем. А что Севда сделала Али? Что еще может сделать? Али ранили из-за нее. Конечно, Али хороший человек. Он никогда не откажет тому, кто просит у него помощи. Они сейчас вместе? Конечно, вместе. Она никуда не уходит, потому что он ничего не может сказать. Пользуется его состраданием. А где они? Дуйгу. Семья Севды в ужасном состоянии. Они так сильно переживают. И если бы ты увидела их, то пожалела бы. Я приходила в аптеку ради нее. У ее отца больное сердце. Я боюсь, что у него может случиться сердечный приступ. Ну, я могу сказать тебе, но... Ты никому не скажешь, кроме ее семьи. Нет-нет. Да и кому я могу сказать? Я ради них. Где они, Дуйгу? Хорошо. Но только чтобы ее семья успокоилась. Конечно, конечно, я только ради этого. Видела бы ты их, они так волнуются. Скажи им, чтобы они успокоились. Скажи им, пусть заберут ее оттуда. Конечно, конечно. Скажи адрес. Я доверяю тебе, Тухче. Не переживай. Где они? В районе Мимар-Синан. Месть. Как этот суп перед тобой, Уйгар. Горячий, словно огонь. Если заполнишь ложку с ненавистью, то обожжешь рот. Поэтому нужно дуть на ложку. Есть по чуть-чуть. По чуть-чуть. Если потребуется, будешь терпеть, подождешь, пока остынет. То есть, ты должен быть спокойным. Я знаю. Пламя мести обжигает твое сердце. Но если не будешь терпеть, то не сможешь отомстить. Конечно, тебе легко говорить, пилот. Если бы любил, как я, смог бы терпеть. Пей свой суп.
Будет невкусный, когда остынет. Ведат, ты тоже выпей суп. Мы и так из-за них не смогли пойти на кладбище. Я выпил пилот. Сходим. Тукче звонит. Тукче? Господин Уйгар, я узнала, где Севда. Что ты говоришь? И где она? Я сейчас пришлю адрес в сообщении. Надеюсь, вы не забудете о моей помощи. Не забуду, не переживай. Ты уверена в адресе, не так ли? Конечно, я взяла его у фармацевта, она была сегодня с ней. Отлично. Молодец, Тукче. Давай, отправляй. Я жду. Хорошо. Сейчас узнаем местонахождение Али. Вот, пришло. Давайте поедем. Дай-ка сюда. О, это сильно далеко. Пилот. Этот тип очень опасный. Нам нужно обезопасить себя. Не переживай. Ведат, ребята готовы? Они всегда готовы. Ты же знаешь, пилот. Ну тогда поехали. Хорошенько поешь, потому что этот фармацевт может прийти в любой момент и забрать тебя. Я так голоден сейчас, что никто не сможет меня никуда забрать. То есть, если бы не был голодным, то пошел бы? Отлично. А ты почему не ешь? Хочешь сказать, что если буду кушать, то не смогу говорить, да? Но ты ошибаешься. Мы, женщины, можем делать два дела одновременно. То есть мы не такие, как вы, мужчины. Ведат, подъедь к нему. Он слишком медленно едет. Дави на газ немного. На газ. Езжай, Сар. Давай, езжай быстрее. Эй, бычара, ты посмотри на это животное. Ты можешь быть внимательнее? Есть мобильный телефон? Что, брат? Я говорю, у тебя есть мобильный телефон? Есть, брат. Хорошо. А зарядка есть? Есть, брат. Отлично. Вытяни ноги. Брат. Вытяни ногу, вытяни. Вытяни. Вытяни ногу, парень. Парень, не дергайся. Попаду в кость. Останешься инвалидом.
Позвони в скорую. И не теряй много крови. Достань свой телефон. Молодец. Держите, отец Тугрул. Спасибо. Приятного аппетита. Очень вкусно сварила, дочка. Не сглазить бы. Здоровья твоим рукам. Приятного аппетита. Кажется, Али не особо понравилось. Раз ничего не говорит. Наверное, у него есть кто-то, кто еще лучше варит кофе. Нет, мне очень понравилось. Здоровья твоим рукам. Приятного аппетита. Вообще-то, был один человек. Да. Помнишь тетю Халиму из приюта, отец Тугрул? Она варила очень вкусный кофе. Нет никаких следов о Сулеймане, Али. К сожалению, нет, отец Тигру. Кто такой Сулейман? Ваш сын? Считаю его за сына. Мой брат. Окружите дом. Али, Они пришли. Они пришли. Отец Тугрул. Али! Отец Тугрул, они пришли. Не бойся, дочка. Если не хочешь, чтобы кому-то навредили, оставь Севду. Дом окружен. Никуда не убежишь. Не убежишь. Отец Тугрул, они пришли. Что будем делать? Не бойся, успокойся. Успокойся. Али! Али. Али, что ты будешь делать? У них есть оружие. Что будем делать? Успокойся. Вы проходите наверх, я улажу приду. Нельзя. Я выйду и отвлеку их. А ты спрячь Севду, а потом сделаешь, что нужно. Отец Тигрул, нельзя, говорю, сынок, нельзя. Али, Пойдем. что будем делать? Отсюда наверх. Проходи. Севда, смотри, что бы ни случилось, что бы ни услышала, ты не выйдешь отсюда, хорошо? Не уходи, Али. К тому же ты ранен. Не справишься с ними. Они убьют тебя. Не бойся. Я даю слово, я вернусь. Даю слово.
Если с тобой что-то случится, я никогда себя не прощу. Пожалуйста, будь осторожен. Хорошо. Али! Где они, старик? Я у тебя спрашиваю, ты не слышишь? Где они? Кого спрашиваешь? Он не глухой, но кажется слепой. Заткните эту собаку. Что ты делаешь? Разве можно направлять пистолет на животное? Ты не видишь, животное привязано. Опусти пистолет. Опусти. Давайте посмотрим внутри и вытащим его. Ты кто, сынок? Господи, помоги. Он очень хороший человек, он не заслуживает этого. Пожалуйста, помоги. Старик, отойди с дороги, иначе случится беда. Никто не может войти в мой дом без моего разрешения. Видат, мне кажется, голос этого старика очень знакомым. Может, мы встречались с ним на улице? Нет, пилот. Если бы я видел подобного человека, не забыл бы. Точно. Сарп, возьмем его. Отойди, старик. Сынок, нет ни одного нормального человека вокруг него. Смотри, старик, ты сейчас не видишь, но я тебе расскажу обстановку. Пистолет моего друга направлен прямо на тебя. Если ты не отойдешь от двери, кажется, он будет стрелять тебе в голову. Понял? Если не говоришь, что приложил сколько нужно, то отойди от двери. Видат. Господи. Господи, пожалуйста, помоги. Господи, я сойду с ума.
Али! Я знаю, что ты меня слышишь. Если ты не выйдешь, то этот старик умрет. Господи, пожалуйста, помоги. Помоги, пожалуйста. У тебя 10 секунд. Ты слышишь меня? 10. 9. 8. 7. 6. 5. Господи, пожалуйста, помоги. 4. Стой. Оставь его. Возьми меня. Брось оружие. Брось. Вот и все. Ты что за человек? Ложишься к ногам мечети, потом крадешь возлюбленную человека. В какой книге это написано? Не понял. О какой возлюбленной ты говоришь? Хватит, пилот. Не дай ему говорить. Хватит того, сколько он нас отвлекал. Верно говоришь. Твое право. Покончи с этим делом. Нет. Али. Али. Если будешь стрелять, стреляй в меня. Он не виноват ни в чем. Севда, я тебе говорил, чтобы ты не выходила на улицу. Он бы убил тебя. Севда, отойди. Отойди, отойди. Уйгар, что происходит? Эта девушка разве не твоя возлюбленная? Возлюбленная моя. Этот бесчестный переубедил ее. Какая еще возлюбленная? Он лжет. Я не была никогда возлюбленной этого мерзавца. Постой минуточку, погоди. Этот человек разве тебя не похитил? Меня похитил этот мерзкий тип. Али спас меня. Уйгар, сынок, что она говорит? Что говорит, то говорит. Я люблю ее. Влюблен, не понимаешь? Очень люблю. Влюблен. Этого мало? Мало, конечно. Ты солгал мне, сынок. Ты неправильно сделал, Уйгар. К тому же поступил неправильно по отношению ко мне. Я тебе говорил, что у меня есть красные границы. Ты молись, что я обязан тебе жизнью. Пилот, если говорить о тебе, мы с тобой отдельно поговорим о камнях, которые ты ставишь мне на районе. Конечно, если до этого времени ты будешь в живых. Конечно. Когда захочешь. Старик, ты прости, мы побеспокоили. Пойдем. Севда, я говорю тебе, отойди. Севда, давай. Отойди, не бойся, ничего не случится. Если будешь стрелять, стреляй сначала в меня. Сарп, возьми Севду. Быстро, быстро. Что ты делаешь? Оставь, оставь. Брось пистолет, Уйгар. Если ты будешь стрелять, то ты убьешь друга, а я тебя.
Делай, что говорю. Молодец. Ты умнее, чем я думал. Севда, заходите с отцом Тугрулом внутрь. Но, Али, Севда, делай, что я говорю. пойдем, отец Тугрул. Я тебя только недавно предупреждал, Уйгар. Ты слушаешь, но не слышишь. Смотришь, но не видишь. Понятно то, что ты не успокоишься, пока не воссоединишься с землей. Постой, Али! Не стреляй. Ты кто? Если я назову имя господина Курта, этого достаточно? Я дядя Уйгара. Он совершил глупость, так как не знает тебя. Я прошу у тебя прощения за него. На этот раз прости. Уйгар отныне не приблизится ни к тебе, ни к этой девушке. Даю слово. Я дал ему один шанс. Он упустил. Он не заслуживает второго на самом деле. Но ты назвал имя господина Курта. Возьми и увези. Но если он еще раз появится передо мной, то я не послушаю господина Курта. И раздавлю его. Пойдем. Что вы тут делаете? Я вам говорил, чтобы держались от меня подальше. Мы воспитали тебя не для этих дней, Али. Вы правда приехали сюда спасти этого бесчестного Уйгара? Нет. Ты ошибаешься. Мы приехали спасти тебя. Не забывай. Если ты убьешь кого-нибудь вне миссии, за тобой стоять не будут. У вас никто не просил помощи. Али, не связывайся с шакалами. Ты очень важен для нас. Не смей это забывать. Они уехали, отец Тугрул. Все уладили. Али, сынок,
Кто этот человек по имени Пилот? Ты его знаешь? Бесчестный тип из мафии. Он выполняет дела Уйгара. Почему спросил? Просто, сынок. Кто приезжал? Господин Курт. Он ничего не делает для того, чтобы ты нашел брата. Нет, отец. В свое время они долго искали, но итога не было. Никого не нашли. Али, смог бы я увидеть до того, как умру, как вы, братья, рассоединитесь. Больше ничего не прошу у Бога. Я тоже, отец. Я тоже. Ведат, лишь бы мы умели читать Коран. Прочитали бы что-нибудь. Сынок, ладно, я вырос на улице. А ты почему не научился, Ведат? Ты не вырос на улице, Пилот. Сколько тебе было, когда папа нашел тебя на улице? Он всегда любил тебя больше меня, знаешь? Нет, сынок. Да, это так. Я очень любил его. Он был мне и отцом, и матерью. Отец. Кто с тобой так поступил, отец? Кто? 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 Отец. Отец. Это мой отец? Уходи отсюда, Ведат. Это правда? Это мой отец, Пилот? Нет, сын. Уходи отсюда. Уходи. Это же мой отец.
Это мой отец. Это же мой отец. Папа. Папа. Не плакать, сынок. Не плакать. Мы найдем того, кто заставил нас пережить это горе. Мы найдем его. Мы весь его род. Весь род. Найдем, клянусь. Но и плакать, пока не отомстим за Эрника, не будем. Не плакать. Нет. Нет, не плакать. И умирать, пока не отомстим за нашего отца, нельзя. Не волнуйся. Ты найдешь своего брата. Я верю. Дай бог. Кто забрал Уйгара, ты его знаешь? Не обращай внимания всегда. Ты не думай об этом. Уйгар больше не будет тебя тревожить. Знает. Давай, зайдем внутрь. Я разве не говорил тебе держаться от этого человека подальше? Если бы я не успел, он бы убил тебя. Даже если 1000 раз умру. Все равно не оставлю Севду этому человеку. Ты чему доверяешь? Я тебя еле забрал из его рук. Уйгар, ты все еще не узнал этого Али. Не забывай, что это еще его состояние при покаянии. Сделаю что угодно и переведу дядю на свою сторону. А потом убью этого. Убью этого Али. Алло? Дочка. Дочка, где ты? Я очень соскучилась по тебе, дочка, ты в порядке? Мама? В порядке. В порядке, не волнуйся. Почему ты не приходишь домой, дочка? Почему не возвращаешься? Или этот учитель Али тебя не пускает, дочка? Он мне сказал, чтобы я позвонила, мама. Он очень хороший человек. Почему тогда не приезжаешь? Я умру за тебя. Прошу тебя, вернись домой.
Умоляю, я очень соскучилась по тебе. И я очень соскучилась по тебе, мама. Я умру за тебя, дочка. Умру за тебя. Алло. Алло, стой, не отключайся. Прошу, не отключайся, дочка. Послушай меня минуту. Севда. Я очень сожалею, дочка. Я прошу у тебя прощения. Будучи твоим отцом, я прошу у тебя прощения, дочка. Пожалуйста, Севда, прости меня. Обещаю тебе. Севда, отныне я не заставлю тебя делать ничего, что ты не захочешь. Пожалуйста, дочка. Вернись домой. Севда, вернись домой. Смотри, мы разбиты. И твоя мама, и я разбиты. Вернись домой. Хорошо. Хорошо. Приеду. Говорит, приеду, Хайрия. Али, можешь отвезти меня домой, пожалуйста? Я очень соскучилась по родителям. Обязательно. Минутку. Ты когда постирала вещи? Они чистые? Пока вы разгуливали с фармацевткой, я постирала вещи. Они наверху. Наденете чистые. Хорошо, тогда я переоденусь, и мы пойдем. Отец Тугрул, благослови меня. Спасибо за все. Ну что ты, спасибо, дочка. Спасибо. Ты жил в районе Тухча? Уже почти 2 года. Но я тебя не видела в тех краях. А ты часто приходила на наш район? Конечно, приходила. И я тебя не видел. У тебя ведь и телефона нет. Как мы будем связываться? А мы будем связываться? Если не хочешь, не будем. Ты же ранена, я спрашивала, чтобы узнавать твое самочувствие. Только поэтому? Ну, теперь ты знаешь мой адрес. Навестишь. Ну уж нет. С чего я буду навещать? Я же ранен. Правда. Тогда я завтра утром приду. То есть... Ты же ранен.
Давай. Что давай? Ты не зайдешь? Мои родители, думаю, вправе знать, кто спас их дочь. Нет, не буду сейчас беспокоить. Какое беспокойство, не неси чушь. В другое время всегда. Али, пожалуйста. Пожалуйста. Хорошо, ладно. Дочка. Дочка, Севда. Севда, дочка, дочка. Мама. Красавица моя. Мама. Мама. Ты в порядке, дочка? В порядке, мама. Смотри. Это учитель Али. Я зашла в его дом, убегая от Уйгара. Я создала ему всякие проблемы. Но он их все превзошел. Спасибо большое. Пожалуйста. Ну уже заходите внутрь, заходите. Я не буду беспокоить. Разве может быть такое? Входите, входите. Ну уже, пожалуйста. Проходи. Севда. Севда. Папа? Дочка. Дочка. Ах, дочка. Ты ведь в порядке? В порядке. В порядке, папа. Смотри, с кем я тебя познакомлю. Это учитель Али. Человек, который спас меня от подонка Уйгара. Папа?